Hayırlı kиш, kaderli dostlar, әйдәгез инде башлыйбыз безнең традицион якшәмбе яшьләр кичәсен. У нас сегодня традиционная встреча студенческая в штабе Татар. Минем исмим Гульнара, координатор штаба Татар Москвы, нашего вот такого уютного теплого дома в центре Москвы на Таганке. Видите, наверное, крутой наш вид на Таганскую площадь. Безнең bu атнада бик күп чаралар узды. Хәзер инде очень прискорбная новость. Кичә генә утырганда монда безгә бик начар хәбәр килде. Ул инде беләсездер инде. Кичә 74 елында иң танылган җырчы вафат булды, Ренат Ибрагимов. Вот без бүген аны мәчеттә 15 сәгатьтә аның соңгы юлга озаттык. Һәм сезгә дә бүген аның турында берәр роликлар күрсәтәбез һәм бик күп яхшы сүзләр ишеттек аның турында. Аның дуслары, аның бергә эшләгән кешеләре, алар белән очраштык һәм аның турында инде бик күп сүз әйтеп була. Рөстәм абый үзе аның белән беләсездер инде, аның белән укыган иде. Оказывается, мин дә аны белмәдем, вот Рөстәм абый әйтте һәм үзе килгәч тә үзе сөйләп бирер. Шуңа күрә мин сезгә такому событию, давайте почтем память великого артиста и минуту молчания, пройдем. Это великая дань нашему народу, то, что сегодня и везде Равиль Гайнутдин рассказывал то, что это великий человек, который сделал очень много для татарского народа. Он, конечно, очень большой путь к своей славе шел, и даже смотрела я сама ролики, и вам тоже скинули мы ролики, про этого известного артиста. И давайте начнем сегодняшний наш вечер с минуты молчания. Никогда не забывайте свой родной язык. Biz инде сез беләсез, безнең иң төп миссиябыз инде ул татар телен онытмаска, татар телендә сөйләшергә. Һәм аның бик күп балалары бар. Ул һәр вакыт балалары турында кайгырып йөрде һәм аларны үзе татар теленә өйрәтә иде. Без дә сезгә әйтәбез, татар телен онытмагыз зинһар өчен. Менә бу кичәләребезне шуңа күрә үткәреп сезгә ясыйбыз. Һәм татар телен онытмасагыз бик яхшы булыр. Менә без, мәсәлән, кичә булдык татар мәктәбендә. Беләсезме, безнең Мәскәүдә бер мәктәп татар компоненты белән бар. Ул мәктәп Люблинода, 1186 имени Муса Джалиля. Шул мәктәпкә үз булган белгән татар балаларны анда җибәрегез. Иң яхшы директорыбыз ул Роза Җафяровна, ул танылган җырчы. Роза апа әйтәм инде мин аны. Һәм ул да әйтә һәр вакыт балаларны алып килегез безгә, ато безнең мәктәпне ябалар. Шуңа тоже зинһар өчен бөтен булган кардәшләрне чакырыгыз анда. Аларда кичә, например, Сабантуй дигән бәйрәм үтте. Һәм аннары шул Сабантуйдан соң һәр елны алар межнациональный турнир ясыйлар имени Муса Джалиля. Һәм анда бөтен балалар көрәштә катнаша. Һәм аларга инде бик памятный бүләкләр бирәләр. Шуңа күрә инде без дә сезгә әйтәбез һәр вакыт татар телен онытмагыз. Безнең бүген һәр вакыт, һәр якшәмбе мин сезгә
кызык спикерлар чакырам. Һәм бүген дә безнең иң кызык спикерны сайлап алып килдем монда. Һәм ул без белсәгез Дамир Сабирзянов, он вообще родом из Челнов, набережных Челнов. IT-директор группы компаний логистических Дали называется, да. Также управляющий инвестиционным фондом. Я начала, я говорю, спрашивать Дамир, я говорю, нәрсә турында әйтимсең турында, аның бик күп регалиялар, һәм ул әйтә, мин үзем турында үзем сөйләрмен ди. Һәм аның бик күп IT проектлары бар, и он выпускник МИИ, так что, если что, а также он учился не только в Москве, но и в Германии, тоже в техническом университете. И хотела бы передать слово Дамиру, он подготовил для вас очень интересную презентацию, и он как раз вот расскажет о себе. Мы с Гульнарой вчера обсуждали, о чем можно было бы поговорить со студентами, какую вот тему им преподать. И я решил рассказать о трендах, которые я вижу с точки зрения своей экспертизы, своего опыта на ближайшее время. Тренды в плане тех областей, которые будут наиболее перспективные для вас профессионально, как мне кажется, тренды, которые будут развиваться, области, которые будут наиболее востребованы. И там, соответственно, постараюсь дать вам такую общую картину того, что происходит и того, что будет происходить, по моему мнению. Там, конечно, у нас не так много времени, чтобы прям полноценно, глубоко все темы раскрыть, но буду рад, если у кого-то возникнут вопросы в конце презентации, либо же потом лично можете ко мне подойти, и я поделюсь более глубокой такой экспертизой. У меня две большие деятельности, это управление в IT и управление инвестициями. Собственно, мои интересы — это путешествия. Я веду также закрытый влог, но только для своих. Не женат, детей нет, не привлекался, не был в Японии. Попробую крупными мазками, обозначить свое видение, и дальше определенные темы попробую раскрыть. Но опять же, моя экспертиза, она больше заключается в IT и инвестициях. Как бы сказать, интересная такая складывается жизнь, классная такая закалка у нашего поколения, у вашего поколения, что мы не живем в постоянной какой-то стабильности, то есть от кризиса к кризису на самом деле, с небольшими просветами. Но я не говорю, что это плохо, это просто особенность нашей страны и нашей экономики, в которой мы находимся. И уже где-то на вторую, третью итерацию кризиса у меня, по крайней мере, там возникло понимание, как нужно взаимодействовать с этой схемой, что как с ней надо работать. Когда одни жалуются, что все плохо, цены растут, там инфляция и так далее, я заметил, что другие люди просто тихо и хладнокровно начинают использовать возможности, которые перед ними возникают. Значит, задача, собственно говоря, не подходить слишком драматично к этому, потому что если брать на долгом горизонте, то все эти экономические, может быть, катастрофы, если уж прям громко назвать, да, они будут преследовать нас, всю жизнь, как бы это там ни казалось, как бы это страшно не звучало. Как я считаю, нужно постараться в такие моменты, такие решающие моменты спада, может быть, сильного, да, там экономики, попытаться прощупать какие-то новые возможности для себя, как для профессионального развития, так и для личности. На мой взгляд, может быть, некоторые вещи покажутся вам банальными, но тем не менее я их здесь обозначил. Я очень верю в криптоиндустрию, в частности, в блокчейн-технологии, как они будут развиваться. Конечно, там очень много есть раздутых каких-то там хайповых вещей, кроссовки все, наверное, слышали, да? И тут возникает очень много вопросов именно в этой области.
Там когда-то это было NFT, где какие-то иксы были, ну и сейчас тоже что-то там происходит, но уже чуть менее активно и так далее. Но я вот для себя выделяю несколько основных трендов. Это СТО, это STO, это, условно говоря, токены, которые закреплены за каким-то физическим активом. То есть мы сейчас привыкли, что вот это цифровое золото, о котором вам говорят из каждого утюга буквально, да, оно не подкреплено, по сути, как бы ничем. Да. Вот, как мне кажется, следующим большим витком будет именно привязка, вот, как мы привыкли. То есть коины будут привязаны к чему-то там физическому, условно говоря. Ну, там понятно, что будет множество, там 99 проектов будут привязывать количество пройденных шагов, да, или там сколько часов вы спали и так далее. Вот. Но будут и те токены, которые будут привязаны к реальным, физическим каким-то активам, там, условно говоря, количество нефти там, или там, я не знаю, стоимости, понятного для вас какого-то актива. Вот. В частности, мы сейчас там с одной из команд прорабатываем, допустим, проект, где в перспективе планируем привязать один из токенов к стоимости понимания квадратного миллиметра жилья в нашей столице, нашей родины. То есть, пока на уровне прототипа только. И кажется, что к тому времени, когда рынок уже созреет, мы, в общем, попробуем что-то в этой сфере сделать. DeFi проекты — это децентрализованные финансы. Здесь проектов может быть множество. Там самые классические — это, условно говоря, когда вы там свою кровную криптовалюту, условно говоря, даете в долг таким же людям под определенный процент. Это самое банальное. Там на самом деле много чего, сейчас не будем подробно останавливаться. И, да, соответственно, метавселенная в плане, как сказать, более таких стабильных, реальных твердых проектов, не хайповых, не пузырей и так далее. То есть там уже известно, что крупные компании, как там Nike, Apple и так далее, они потихоньку залезли, что-то пытаются там покупать, что-то делать. Вот. Опять же, вот проект, который я с одной из команд прототипирую в СТО, он связан с метавселенной и с созданием некой метавселенной для интерьеров недвижимости. Вот. Просто я управляю фондом, и у нас большая часть объектов, она в недвижимости, и очень трудоемко бывает, там, мы как бы покупаем подешевле, продаем подороже, там, вот по своим схемам. В общем, бывает довольно трудоемко каждый раз ездить, показывать продавцам. Вот. И мы подумали, что можно, допустим, создать некую там 3D-модельку, запихнуть ее в метавселенную, поставить там точку, условно говоря, на там, Google Maps, да, и просто скидывать людям. Но это как идея, у нас уже есть прототип, потихоньку прорабатываем. Вот. Все это сейчас на каком-то уровне зачаточном, именно какие-то вот такие реально твердые физические проекты, но я почему-то в них верю. Значит, далее. Как можно использовать текущую ситуацию? Вот, я очень хорошо пообщался там сегодня, оказывается, среди вас я удивился, есть хорошие там специалисты, финансисты, кто уже вот в таком юном возрасте довольно неплохо понимает там рынок, что на нем происходит, как можно использовать возможности. Передаю привет. И в скором времени, учитывая какие-то макроэкономические там, показатели, мы увидим довольно привлекательные точки входа для там, различных активов. Вот. Кто прям не хочет ждать, то в принципе компании, которые перекладывают инфляцию на потребителя, они сейчас не то что выигрывают, они пострадают меньше всех, наверное. Вот. То есть там сфера commodities, там, и гроссери, как мне кажется, на фондовом рынке они будут наиболее там, востребованы.
Но, опять же, мы там берем как бы такую ситуацию базовую, среднюю. У всех могут быть разные цели, разные там горизонт планирования, склонность к риску. Ну вот общая картина, наверное, примерно такая. Ну и там следующий пункт тоже там с кем-то из присутствующих мы успели обсудить. На удивление, как бы, наверное, моему опыту, да, государство намного лучше подготовилось к текущей ситуации, чем в кризисах, которые были до этого, 2014 год, 2008, и вы, наверное, и сами это видите, что все происходит немного более как бы гладко, что ли, чем было до этого. Нет таких, как сказать, прям сильных последствий, которые там были раньше. Ну, наверное, рановато судить, но, по крайней мере, там, на данный момент, вот когда прошло уже 3 месяца, мы видим, что, как бы глобальных каких-то потрясений, аларашек у нас пока нет. Вот. Что касаемо государственных проектов, с несколько удивлением даже для себя обнаружил, вот буквально в конце, наверное, прошлого года, в начале этого, что наше государство, по крайней мере, оно как-то пытается тоже изнутри что-то развивать в себе. Ну, в частности, какие-то там IT-проекты, диджитализировать, там, произвести какую-то цифровую трансформацию. Но вот у меня один из проектов, например, мы пытаемся цифровизовать всю операционную деятельность по законодательству ЕИС 229. Это, в общем, реализация имущества должников. Вот. И если, допустим, мне сказали бы 5 лет назад, что кто-то этим занимается, я подумал, наверное, у него там племянник или дядя, или кто-то там, сидит, да, который ему помогает. Но вот сейчас я сталкиваюсь с ситуацией, когда я, со своей экспертизой, со своей командой, как человек, грубо говоря, с улицы, просто вот у меня есть прозрачные контакты людей, через которых я, практически там попал до лиц, принимающих решения в крупных довольно организациях нашего государства, и они реально проявили свою заинтересованность в этих проектах. То есть я вижу, что в этой ситуации возможно, не все, но некоторые департаменты, такие институты нашего государства, они осознали, что им нужно как-то либо сокращать косты, операционную стоимость, либо больше цифровизовываться для того, чтобы успевать в ногу со временем и при определенных масштабах там роста оставлять за собой примерно тот же штат, да, и как-то выживать в условиях новой реальности, вот этой новой экономики, когда они понимают, что первыми, кому режет бюджет, будут именно вот эти институты. Собственно, поэтому они начали как-то там шевелиться, меньше бюрократии чувствуется, меньше кумовства там стало. Вот, поэтому я вижу, что тоже можно попробовать посмотреть, рассмотреть эти области. Вот, там, вне зависимости от того, со своими проектами вы хотите туда зайти, или, может быть, там зайти как бы, там, по найму, допустим, в компанию, которая обслуживает какие-то государственные проекты, государственные программы. Вот, мне кажется, в ближайшее время именно с точки зрения диджитализации оно будет как бы, хорошо развиваться. И дальше я выделил такие, наверное, области, которые, как бы это банально не звучало, я вижу на них спрос довольно большой уже сейчас на рынке, и я понимаю, что этот спрос, он и рос и до этого, и дальше он, собственно, там, будет расти. Как бы не банально это не звучало, IT, в частности, это все, что связано с большими данными, это Data Science, Machine Learning. Вот, то есть, если 3-4 года, может быть, 5 лет назад мы говорили о том, что рынок находится в зачаточном состоянии, то есть мы, наверное, немножко ошибались, его тогда вообще не существовало. Зачаточным он находится сейчас. То есть вот большой такой трамплин для роста этого рынка. Я вижу запрос, я вижу объемы задач, примерно, которые там приходят, допустим, в банковский сектор, в
там сектор промышленности, и что у ребят есть очень много данных, их надо обрабатывать. Нужно делать какие-то сложные системы, которые связаны именно с машинным обучением, либо с большими данными. Поэтому кто из вас учится на IT-специальности сейчас, то рекомендую очень обратить внимание на эти области. Вот. Ну и также финтех и биотех, кто-то их, как мне кажется, преждевременно хоронил. В прошлом году на самом деле все изменения, которые там происходили вот в прошлом году, в позапрошлом году, они, наверное, больше связаны не с востребованностью этой области как таковой, а с какими-то экономическими нюансами. Вот. То есть мне видится так, что в скором времени, по крайней мере, две эти области, в них будут какие-то лидеры явно, и эти технологии будут развиваться, потому что спрос на широком рынке есть, в первую очередь на финансовые технологии, само собой, потому что банки, вы, наверное, сами чувствуете, пытаются быть менее бюрократичными, опять же, резать свои косты, использовать самые современные технологии. Вот. Соответственно, биотех, он в этом смысле, роста тренда, он где-то рядом тоже ходит. Нам, пандемия всем, в общем-то, показала, что есть вот такая область, которую можно там развивать, в которой можно там что-то делать и придумывать. И также драйвером стало, по крайней мере, в основном на уровне слов, пока что на уровне таких намерений, на западных рынках развивать именно эти направления. Более того, я где-то 1,5 месяца назад познакомился с известным биохакером, который приходил с презентацией в наш бизнес-клуб «Акбарс», и он с точки зрения со своей экспертизы, Женя Ларионов, может быть, кто был на ифтаре на в день бизнес-клуба «Акбарс», он там очень долго выступал, рассказывал про всякие фишки. Вот. И он, в общем-то, говорит о том, что при расчете экономики государство закладывает, что молодые люди и девушки, которые рождаются сейчас и родились в начале 21 века, их средняя продолжительность жизни будет 104 года. То есть они закладывают вот эту цифру в экономику, кто сколько будет платить налогов, в общем, и так далее. Вот, поэтому в долгосрочной перспективе, биотехнологии, возможно, может быть, оно и не будет ровно 104, понятное дело, но мы видим тренд, мы видим динамику, что государство проводит целые исследования и понимает, в какую сторону они хотят развивать технологии, чтобы люди несколько дольше жили. И, соответственно, в эпоху диджитализации, цифровизации спрос на творческие профессии будет только расти. Вот как ни странно, еще 4-5 лет назад дизайнер, лично в моих проектах, казалось, что это человек, который что-то там сел, что-то там сделал, и вроде как-то оно красиво выглядит. Вот. Сейчас, в эпоху конкуренции, в эпоху, когда нормой для рынка становится важна именно презентация, эта обертка, чтобы заинтересовать клиента, допустим, именно творческий подход, как вы это продадите, как вы это представите, презентуете, он становится очень, очень важным. И во всех из 3 команд разработки я чувствую острую нехватку постоянно в этом творческом подходе. Технология, это, конечно, здорово, но важно еще и продать клиенту это все дело. Креатив. Да, нужен именно креатив. И эта проблема не только моя какая-то личная боль, но среди моих коллег, среди нашей IT-тусовки, IT-руководителей мы чувствуем, что тренд этого спроса на творческий подход, творческие профессии, он начинает возрастать именно на хороших специалистов, на хороших экспертов в этой области. Вот. Дальше я хотел бы поговорить, какие чаще всего
ко мне иногда, ну не иногда, а периодически, скажем так, поступают запросы, вот там сейчас все чаще в плане ну, какого-то развития там бизнеса, в плане инвестиций в какие-то проекты. Вот мы из фонда не инвестировали в бизнес около 2 лет, но вот сейчас ну, всерьез рассматриваем какие-то возможности, куда можно было бы зайти, какие интересные проекты, ну, на каких условиях, соответственно. Вот. И чаще всего, ну, тут я написал очень прямолинейно и очень банально, но это надо осознать, пропустить через там, себя. Чаще всего на вот этом пути становления, если вы там выберете из перечисленных мной или нет, ну, какую-то сферу для себя, где вы хотели бы развиваться, чаще всего люди, бывает, даже не осознают, что они там допускают одну из там, перечисленных ошибок. Но вот чаще всего, ну, здесь, наверное, очень, ну, довольно много технарей. Кто в технических вузах учится? Поднимите руки. О, ну, да, достаточно много. Ну, вам на первом курсе ведь, наверное, объясняли, да, что любая система стремится к минимуму суммы кинетической потенциальной энергии. Я же ничего не перепутал, так, да? Да, правильно же, да? То есть, да, к минимальному затрату энергии. То есть, если даже подойти не с точки зрения психологии, а даже физики, да, мы ну, можем объяснить, почему это происходит. Вот. Есть как бы лень хорошая, есть лень нехорошая. Хорошая лень, она всегда приводит к какому-то прогрессу. Но человек, когда не хочет что-то руками делать, да, вот, рутинные профессии, поэтому у нас начинают, ну, в том числе исчезать. А вот лень, которая, ну, там связана, ассоциируется у нас там со словами прокрастинации и так далее, вот, она, ну, к сожалению, людей тормозит. Вот. Я часто, ну, к сожалению, вижу, что умные, довольно талантливые люди, но вот они не предпринимают каких-то там действий не из-за того, что у них там нет амбиций. Амбиции-то у них есть, но они, им ну, просто тяжело встать там с дивана. Вот есть множество способов, как это все там побороть, но мы сейчас там не об этом. Моя цель просто там донести до вас то, что я вижу со стороны, чтобы, ну, вы сами себе задали вопрос, ну, вопросы определенно, через себя это все дело пропустили. Вот. Далее, ну, вторая, самая популярная ошибка, это, ну, если вот брать в общем, да, это некий эгоцентризм, наверное, и эгоизм, то есть люди, к сожалению, не всегда понимают, что ну вот самые интересные, классные там проекты, продукты, ну чаще всего они получаются при работе нескольких людей, при коллаборации. Вот. У меня, вот допустим, когда я начинал работать с фондом 6 лет назад, самое первое решение о покупке я принимал единолично сам. И я считал, что я вот самый умный, все, разобрался во всем, аналитика классная, вот ничего мне не может помешать, все просчитал. И вы знаете, через полгода я, наверное, вышел примерно в ноль, и этот актив я продал. То есть я понял, что я ошибся. То есть в тот момент меня вдруг осенило, что экспертизы-то не хватает, то есть нужно как-то коллегиально там взаимодействовать. Вот. После этого у меня тоже был опыт, когда я, вот в нашем фонде у нас мы коллегиально обсуждаемся, право вето решения, оно у меня всегда. Но когда я иду сильно против там остальных решений, да, то есть там радикально, по каким-то своим причинам, вот после этого случая я еще один раз было такое, что принял решение против экспертизы других людей, не осознавая, что их экспертиза намного круче, чем моя. Просто вот мне по каким-то своим внутренним, может быть, причинам не хотелось этого делать. Тоже была совершена такая не фатальная, но, в общем-то, ошибка. Вот. Поэтому в один момент пришлось перестроить себя, там, попрощаться с тем, что я много знаю и у меня все получится, да, вот в пользу, вот этой слепой
веры я выбрал более такой рациональный подход. То есть именно реальное коллегиальное принятие решения, там, обсуждение и как бы холодный расчет. Вот, прежде всего. Но часто я вижу, что, ну вот, например, на примере там, тех же стартаперов, с кем мы общаемся, то есть люди, ну, бывают интересные проекты, там приходят из, ну, в общем, из разных каналов, умные, способные, амбициозные, и даже бывают не ленивые люди, но они как-то вдруг им, когда начинают предлагать сотрудничество определенного уровня, они вдруг начинают думать, там, считать себя рок-звездами какими-то, да, и в конечном итоге, ну, получается не все так гладко. Ну, это вот один из кейсов. В последнее время, может быть, это связано как-то с кризисом, среди моего окружения, ну, появились такие сигналы людей, которые начали размышлять с позиции жертвы. Вот мы говорили о возможностях, которые нужно использовать, но тут уже нужно как бы постараться там, перестроить мышление свое и, ну, пытаться посмотреть на там, ситуацию под другим углом. Но, к сожалению, большинство людей, которые находятся в этом информационном фоне, который, ну, как правило, ничего хорошего нам не говорит. Ну, вы там помните, чтобы большая часть новостей была хорошей когда-то, да, если даже, не знаю, включить новостные какие-то каналы. Ну, в основном все говорят, что все ужасно, все плохо и так далее. Вот. И у людей, ну, как правило, у большинства людей, которые, ну, живут обычной жизнью, так более-менее инертно там двигаются, у них возникает некая такая позиция жертвы, что вот, все плохо и так далее, и там, которые, ну, порождают, соответственно, дальше уже какое-то негативное мышление. Вот, опять же, ну, к сожалению, часто вижу способных, талантливых, не ленивых и даже альтруистичных людей, вот, но которым не хватает там каких-то амбиций из-за того, что они ну, какой-то вот внутренней силы, просто потому что они вдруг считают, что вот, все плохо, и так очень пессимистично там смотрят на мир и не пытаются использовать те возможности, которые им дает ситуация. Вот. А сейчас про волшебную таблетку, которая на самом деле существует. Вот. Я в свое время, ну, посещал несколько тренингов и вынес оттуда довольно много интересного для себя. В рекламациях нам пытаются продать какую-то там волшебную таблетку. То есть там вот сходи на тренинг, ты будешь другим человеком. Ну, часть правды в этом есть на самом деле. Но больше половины информации, к сожалению, вот уже поварившись там в этом кругу как инфо-цыган, так и там реальных бизнесменов, которые смогли, ну, чего-то достичь там в жизни, я понял, что ну, по большей части они рассказывают какие-то базовые вещи, которые вы можете, ну, там, вытащить из практически любой книги по личной мотивации и так далее. Вот. И лишь, ну, какая-то малая часть из их презентации там говорит вам о том, что реально надо делать. Это, знаете, как с популярными психологами, да, вот с популярными книгами по психологии. Они популярны потому, что там пишут то, что вы хотите услышать, иначе эти книги не покупали бы. Вот, то есть, а про действие, что надо реально делать, ну, это же, опять же, нужно себя преодолеть, и лень, и вот это все. И большинству людей, ну, как бы тяжело как-то вот это дается, то есть это надо что-то делать, себя ломать, перестроить, да, вот, именно свое отношение к каким-то вещам, поэтому на самом деле вот надо понять, что волшебной таблетки не существует, то есть есть определенный как бы набор правил, набор алгоритмов, которые просто повышают вероятность достижения вашей цели, какая бы она там ни была. То есть, когда вам говорят, вот сделай даже не зная ваших целей, сделай это и все будет хорошо, но, скорее всего, это там неправда. Если у вас есть определенная цель, то, скорее всего, вам нужен классный эксперт, результативный именно в этой области, вот, который, ну, опыт которого вам там следует изучить. То есть экспертиза подтвержденная, прозрачная, то есть видно, какой путь человек там прошел, через что он сталкивался и насколько вот ваши цели соответствуют там, тому, что он достиг, чего, что у него есть. И
и как вы можете это все у него перенять в сторону, ну, как бы вашей жизни, вашего будущего опыта. Вот. Ну и да, соответственно, тут, наверное, такая известная фраза, что тот, кто не ошибается, тот ничего не делает, да? Вот, когда там какой-то эксперт вам там говорит о том, что вот все хорошо, все отлично, и вот там везде розовые облака, единороги, да, и никаких препятствий там нигде нет, но, ребят, это на самом деле неправда. Вот, это, наверное, самая такая большая неправда, потому что, ну, как бы в реальной жизни, ну, будет очень много палок в колесах. Тут на самом деле важно не входить, как бы, вот о чем мы говорили, там, в позицию жертвы, да, а именно как-то вставать и идти дальше. Вот. А при каждой таких палках в колесах, ну, мы в конце, вот, я выделил три вопроса от моего очень хорошего приятеля, вот на них нужно как бы отвечать. Мне сейчас 31 год, ну, казалось бы, там, до пенсии далеко еще, но я, наверное, буквально недавно начал осознавать, что, ну, это было на подсознательном уровне где-то, но вот сейчас стало явным, прямо, ну, пропустил через себя вот так, уложил в голове очень четко и ясно, что из всех ресурсов, которые у вас есть, время это самое ценное. Вот когда ты студент, когда ты учишься, там все круто, весело, здорово, вроде там нетворкинг, какие-то друзья, сессии, ну, в общем, сами сейчас это переживаете все, тогда время вроде не так ценится, то есть кажется, что все еще впереди, на самом деле все еще впереди, но время очень быстро, оказывается, летит, и чужие дети быстро растут, на самом деле. Вот. Поэтому чем раньше вы начнете более рационально относиться к затраченному времени, ну как бы это как бы меркантильно и сухо не звучало, но тем не менее вот физики меня сейчас опять же поддержат. Время у нас в одном направлении что потечет, да, это невосполнимый ресурс. Вот. А все остальные ресурсы, там, не знаю, как, допустим, деньги или там что-то еще, там какие-то эмоции, вы, ну, так или иначе там сможете, ну, восполнить. Вот. Время, к сожалению, нет. Дальше я хотел что-то про мотивацию вставить, а потом вдруг вспомнил, что мотивация в долгосроке у нас не работает, к сожалению. Да? Ну, вот мотивация – это самое часто встречающееся слово было на тренингах, вот, которые я слышал. Да? Все вот вокруг него пляж. Вот. Со временем я понял, что оно имеет только, ну, относительно непродолжительное влияние на достижение какой-то твоей цели. Ну, там, неважно, это набрать мышечную массу или заработать сколько-то денег. Вот. В какой-то момент она заканчивается. То есть вы вот все, вам нужно ставить новую мотивацию, а потом новую, а потом может возникнуть момент, когда вы не понимаете, ну, куда двигаться-то, а где мотивация моя, откуда ее взять. Вот. Я понял, что очень классно работает дисциплина. Ну, это очень тяжелый путь на самом деле, но наверное, к нему надо потихоньку приходить. Несколько лет назад я познакомился с двумя боевыми офицерами. Вот. Они оба уволились из армии, занялись там бизнесом и за довольно короткий промежуток времени, ну, там смогли достичь определенных успехов. Вот. Что первый, что второй. И я понял, вот отчасти, это, конечно, не волшебная таблетка и не существует, как мы поняли, да, но отчасти вот у них, они не ориентировались на мотивацию, они привыкли вот в армии вставать в 6 утра, идти в душ, и у них все вот по часам, по расписанию, неважно, дождь, там снег, град идет, там ребенок заболел, жена ушла, неважно, они все каждый день встают в 6 утра и начинают делать свою работу, заправляют постель, идут в душ и садятся и, ну, просто работают. Вот. И вот эта дисциплина без мотивации оказалось, что она реально очень круто работает в перспективе нескольких лет. Но вопрос в том, что на тренингах вам этого, к сожалению, не рассказывают. Вот. Это можно, ну, там в реальной жизни на каких-то примерах только увидеть и обратить внимание, там наверняка, ну, среди вас, у вас есть близкие, друзья, какие-то знакомые, которые, ну, там,
ставили цели и добивались их, и наиболее результативные из них, ну, опять же, здесь мы можем не конкретизировать в плане там финансовые цели, это или какие-то там духовно-нравственные, моральные, вот, или спортивные, но всегда лучше и быстрее, и качественнее получается у тех ребят, которые, ну, каждый день как бы дисциплинированно, планомерно этим занимаются, вне зависимости от того, что у них происходит вокруг. Там, ну, как бы вообще им, ну, по большому счету, неважно, у них есть миссия, и они туда, что ждет доллар, что ждет нашу экономику и так далее. Честно говоря, я не знаю, вот сразу скажу. Если бы я знал, я бы тут не стоял бы, я бы сейчас бежал бы куда-нибудь вот инвестировать, зная, что оно вырастет там скоро, да. Но есть как бы определенная там тенденция, определенные тренды, ну, которые вот как-то там где-то сейчас выявляются. Но прежде чем я вам расскажу о них, я хотел бы отметить основные параметры, чтобы вы там выработали определенную стратегию инвестирования, то есть, ну, заточили свое мышление так, что определенную часть дохода вы, ну, там могли бы как бы откладывать на будущее. Для этого, ну, как минимум на 3 вопроса надо ответить. Это горизонт инвестирования, сколько там вы хотите на месяц, на 5 лет, на год. От этого очень много зависит. Склонность к риску, то есть, ну, вы пока молодые, там, понятно, есть базовые правила, это сколько вам лет, столько, такой процент от ваших денег вы держите в консервативных инструментах, а остальное там высокорисковых. Но это такая база, ну, от чего надо отталкиваться, а дальше уже там смотрите на то, насколько вы там владеете там финансовыми инструментами, можете что-то там понять, просчитать, вот, насколько вы эмоционально там реагируете, можете среагировать на просадку там 3-5%. Я однажды взял актив, вот, который я знал, что он упадет, да, процентов на 80, просто чтобы вот каждый день смотреть в это приложение и тренировать себя дисциплинарно, чтобы я не переживал. Ну, на небольшую сумму, вот, понятно, чтобы я привык вот к этим цифрам. Вот. Когда я увидел минус 80 и спокойно так к этому отнесся, ну, я понял, что я вот какую-то стадию прошел, вот такой тренировки. То есть, когда, ну, могут быть совершенно непредсказуемые события в жизни, когда что-то там рушится, падает, и чтобы это, ну, у вас, ну, во-первых, должна быть стратегия на этот случай, да, что вы делаете, безэмоциональная такая, да, не так, что все, вот, и гори оно огнем. Нет, но четко надо понимать, что надо делать. Выходите вы или остаетесь. Вот. И второе, ну, важно, чтобы, ну, как бы относиться к этому как, ну, к части вашей, наверное, работы, и чтобы она не транслировалась на там какую-то часть, ну, личную, в первую очередь, часть вашей жизни, чтобы там общение с друзьями, с родственниками, с близкими, с любимыми людьми не была завязана на вот этой деятельности. В первую очередь, я считаю, что это нейронные связи, то есть умение мыслить, анализировать, понимать информацию. Вот эти доказательства теорем, которые с нас требовали на экзамене, они, условно говоря, там формировали какой-то, ну, систематический образ мышления, как оно вот должно быть. А знания, ну, в век их доступности с любого там смартфона, ну, можно загуглить, грубо говоря, да, в них... Ну, это тоже ценность, но для меня чуть менее значимая. Вот, поэтому вклад именно в интеллект, в умение анализировать, мыслить, он оказался, ну, вот лично в моем кейсе наиболее эффективным. Я увлекаюсь психологией уже, наверное, года 4. Вот, я понял одно, ну, я раньше не придавал этому такого там значения, но ушел в более глубокую систематизацию, попытался абстрагировать максимально там эмоции от профессиональной деятельности, то есть наиболее правильные, интересные решения, ну, принимались вот там в моей жизни не в какой-то горячке, не вот так вот там махнув рукой, да, типа сел, подумал, проанализировал, с кем-то посоветовался с экспертом, либо сам являлся экспертом в этой области и, в общем-то, принял решение. Мы вот говорили о том, что, ну, как бы жизни без ошибок не бывает,
Вот. Михаил Минин из сообщества «Цифровые лидеры», в котором я состою, как-то так получилось, что на одном из очередных наших встреч мы с ним сидели за одним столом, и речь зашла такая очень философская, то есть у меня был такой момент, когда мне просто нужно было задать эти вопросы самому себе. Кто я, куда я иду и зачем мне это надо. Но я этого просто не осознавал. Вот. И он меня немножко направил. И это был очередной момент, такой не фатальный, но тем не менее какой-то... Не то что ошибки, наверное, развилки. Было там не очень понятно, в какую сторону двигаться. И, казалось бы, 3 простых вопроса, но с каждым годом я отвечаю на них все глубже и глубже. То есть это отсюда берется и постановка целей, и декомпозирование их, и то, что мы там мелкими шагами идем, и эти смарт-принципы и так далее. Их можно обобщить, в принципе, в эту оболочку. Насколько мне уже несколько лет именно такой подход дает какое-то, понимание, прозрачность, целеполагание и моего какого-то пути. На будущее, что я хотел бы вам пожелать. Значит, нам очень повезло родиться татарами. И вы знаете, я говорил о путешествиях, что одно из моих увлечений, в последнее время, конечно, не так часто получается ездить, но у меня была мечта поймать северное сияние, допустим, да. Я вернулся к этому где-то в конце прошлого года и решил ментал брейкнуться и заодно там слетать в Мурманск и во что бы то ни стало это сияние, в общем, поймать. Причем, чтобы оно прям такое было, явное. Не то, что там белесые полосы, как мне многие рассказывали, а прям такое. И, я потратил около недели времени, и было довольно много возможностей куда-то съездить, что-то посмотреть. И я там, наверное, все эти музеи искатал. И я как-то забрел в небольшом поселке, километрах 150 от Мурманска, в музей финно-угорских народов. Сейчас поймете, почему я эту историю рассказываю. И оказывается, их было до Великой Отечественной там, по-моему, больше 200 тысяч человек. То есть носители языка, кто жил с оленями в их этих постройках, в деревнях, у них свой язык, который не похож ни на что другое. И когда я экскурсоводу задал вопрос, а сейчас их сколько вообще и чем они занимаются, мне сказали, в России их около 1000. То есть такая некая сувенирная нация осталась, понимаете? 1000 человек, которые владеют их культурой, ремеслом, языком и так далее. И я тогда подумал, что Аллах Тааля наградил меня лично этой возможностью, если говорить прямым языком, сохранить мое национальное меньшинство. Меня родители воспитали так, что я знаю хорошо язык и нашу культуру. И мне нужно внести вклад в то, чтобы постараться, во-первых, во время таких наших замечательных встреч до вас какие-то мысли такие донести. Во-вторых, самому лично дальше продолжить род с той целью, чтобы дальнейшие поколения также знали наш язык и нашу культуру. Язык — это очень важно, на самом деле, это как основной способ коммуникации, передачи информации и так далее. У кого не очень, советую немножко подточить. Я обратил внимание, многие здесь говорят по-татарски, приходите чаще, поэтому и тренируйтесь. У вас абсолютно есть полные шансы сделать так, чтобы в вашей семье этот язык был родным для ваших детей, для ваших будущих поколений, и вы дальше и дальше передавали всю нашу культуру, которую веками просто мы проносили через тысячелетние истории, и в ваших руках не обрывать ее на вас, а передать дальше и продолжить дальше. Я очень вас прошу, пожалуйста, отнеситесь к этому прям максимально серьезно. Это, наверное, очень важно. И мы говорили про кризис в начале, и я
больше с уклоном про профессиональные какие-то моменты с вами общался, но на самом деле кризис это еще и хороший момент, чтобы узнать себя получше, то есть как свое отношение глубинное к вещам. У меня на самом деле была возможность уехать из страны еще там 3 месяца назад, и когда мне там мой партнер по одному проекту предложил, говорит, давай все, вообще даже не думай, все организуем, просто скинь номер загранника, я тебе скажу, когда вылет, 3 страны на выбор он мне предоставил. Я как-то не мешкаясь ответил, что нет, я никуда не поеду. Вот. Я тогда не осознавал, почему я так ответил. Просто у меня вот мозг, он выдал вот это решение, как единственное верное. Я помню, что я полночи не спал, спрашивал себя и вот докопался. Вот. Покопался себе и понял. И знаете, с каждым вот таким моментом, лучше узнавая свои принципы какие-то, внутренне формируя их, дальше укрепляя их, человек и становится личностью. Вы находите какую-то гармонию в себе и лучше себя понимаете, прогнозируете. Почему это другой вопрос, кому интересно, я, может быть, расскажу потом, свое видение. Вот, но, тем не менее, советую тоже заниматься таким здоровым самоанализом. Вот. Бик зур рахмат бөтенегездә дә килгән өчен, тыңлаган өчен.